Маленькая. Ножка вон у нее. И ножка кровит. Надо что-то с ножкой делать. Ну, сейчас дома. Ой, характер очень у нее хороший. Очень ласковая. Руки лижет. Давайте дружно будем спасать, будем давать шанс собакам. Мы будем стараться брать тех, кто послабее, давать им шанс, иначе они там погибнут. Иначе их сожрут просто заживо. Посмотрите на Снежу. Посмотрите на Снежу, ребят. Это пример того, что происходит с собаками. Одни собаки, они тоже несчастные. Живьем едят других собак. Просто по частям, ребят. Вы представляете, как нашей Снеже страшно было? И как страшно другим собакам там. Это жутко. Поэтому мы с вами хотим спасать. Вместе с вами. И что такие собачки сладкие гавкать будут сейчас на меня, да? Сейчас ругаться будут мои хорошие. Да, правильно, я тоже ругалась. Ай, ты золотая, Вики. Ай, золотая, сладкая собака. Привет, малышка. Привет, такая сладкая. Вики. Ее назвали Вики. Приехала она как Снежа. Ой, а Вики отзывается на Вики. Ай, ты золотой, ты пес. Ай, ты сладкая девочка. Ребят, хребтинка торчит под рукой. Ты кто такой красивый? Ай, ты, да, нитки торчат у девчонки. Эй, иди знакомиться. Эй, девчонка, суета. Не торопись. Так, ай, ты золотая. В общем, очень суетна. Сейчас будем мы ее... с ней знакомиться ближе. Ребятки, смотрите, лапка, поближе дашь лапу. Посмотрите, лапка в таком вот состоянии. Лапку зашивали. Будем наблюдать лапку. Мягкая, пушистая собачка. Ее намыли дома. Она хорошая такая, ребятки. Она хочет домой. Да. Кто готов к шалопопой, жизнерадостной, активной девочке? Мы вас ждем. Так, ну что, девочка наша выглядит вполне счастливой. Девочка наша вытащила счастливый билетик. Она сейчас на квартирной передержке, в добрых руках. Видите, какая она открытая, какая она спокойная. Как ей хорошо, она доверяет. Ожидать. Смотрите, села все-таки. Маленькая. Сидит, да. Скажи, я сидела. Хорошо. Сидим. Наша Снежа Вики кушает 3 раза в день. Да, и побольше. Сидеть. Да. Это ее. Кушает с аппетитом. Вики. Вот, как мы любим обнимашки. Вики любит обнимашечки. Котенок. Да, пузики почеши. У нас сегодня произошло чудо. Она первый раз пописала на улице. Правда? Да. До Умничка. этого вот мы гуляли, она домой приходит и на пеленочек. Ой, она просто не знает, где что надо делать. Скажи, меня надо научить, потому что я девочка. Девочка слюнявка. Очень обучаемая, очень умная. Обучаемая, да? Ага. И умница. Ну, слава богу. Ой, что такое? Что лапочка дрожит? Что лапочка дрожит? Вон ты как маленький, как она обхватила руку-то. Да она вообще обнимашная. Обнимашная, да, девочка? Самая лучшая девочка в мире. Вики, лежи. Держим крепко-крепко.
Не бойся, я тебя не съем. То есть плотность костей, да, вот смотрим. Мы смотрим, да, плотность костей вертикально. Мы смотрим, достаточно ли длина. Чего достаточно ли? Длина. Длина. Мне очень хотелось бы ей поставить протезик. Она очень активная, тем более Лаечка. Здесь видно прекрасно. Вот костная мозоль, вот ткани вокруг. Плотность вертикально, это черная полоса. Угу. Ну, то есть как-то показания все-таки склоняются к тому, что все неплохо, да, у нее? Все неплохо, попробовать составу. можно, да. По составу. Для... Ой, как дрожит. Для этого самого... Для протезика, да, вживление протезика. Внутренний протез не приживется. Угу. То есть 70% вероятность, что приживется, 30% не приживется. Соответственно, операция стоит в районе лет 70, мы узнавали, 70-80. Тысяч. Да, плюс стационар, там еще что-то. Дополнительные расходы будут, это все по сотке. Ой-ой-ой-ой. Это какой-то титановый, что ли? Там доставить титан внутри кости, он такой... Сейчас объясню. Не получилось, да? Ну, примерно что-то там такое. Ну, это же все равно что-то не очень металлическое, да? То есть вот ваша кость, протез ставится, то есть здесь с этой стороны у нее металлический штифт, который с насечкой, да, на который можно будет навернуть протез. На этот штифт Да, то есть поняла. сначала ставится штифт, Да. заживляется, протез накручивается только потом. А в этой части внутри он выглядит вот так вот. То есть вот такие грибки, которые вот туда входят, кость, а обратно им их резьба Поняла. не дает выйти. То есть они вот так выглядят. Он длинный, да? Он должен быть примерно, ну, в зависимости от длины кости, треть длины культи. То есть вот так вот эта ерунда выглядит. Ага. Обалдеть. Это вот такая вот штука, он вот туда внутрь так, вот так. Ну, загоняется. сантиметров 10, наверное, да, так вот. Ну, 7-8, да. Он туда внутрь загоняется, обратно, Да. естественно, выйти не может. Потом он приживляется сколько-то месяцев. Приживляется, да, почти от 3 до 6 месяцев. Опять-таки, он Ой, может ой, ой. приживиться, но после того, как накрутит на него протез и начнет на него наступать, он может начать вторгаться под действием нагрузки. Ого. Да. То есть есть такой вариант. Они как импланты стоматологические. Да, Ставят животе штифт, система. ставят штифт приживается, все хорошо, ставят зуб, может начаться отторжение. Ну тогда к чему тогда такие испытания, да? Мы тогда можем пойти каким путем? Поставить ортез наружный. Наружный ортез, на улице в наружном протезе гулять, а дома снимать, потому что дома нет такой активности. То есть Да. если мы 70% нагрузки, которые приходится на улицу, будем компенсировать именно протезом наружным, то вполне себе она может с ним прекрасно жить. И то есть даже когда она уже постареет, ей больно не будет сразу, да? А сколько стоит этот артез? Зависит от того, кто делает. Я могу дать контакты, вот человек, он делает человеческие протезы, очень хорошие, он как бы берется за собачьи. Но к нему надо ехать в мытище, и он там у себя вот, ну, сразу на месте в этом всем делает слепки, и по слепкам уже делает протезы. Это к нему надо ехать, да? Мытище, да. Он делает очень хорошие, потому что он делает протезы для военных, условиях, ну, то есть для условий боевых действий. А сколько у него стоят эти ортезы? Слушайте, ну там не так дорого, наверное, тысяч в районе 12 выйдет край этот протез. Ну это Ну, это нормально. не 100, да? Да. А сколько изготавливает он недели 2, да, там? Надо с ним разговаривать. Бронхит, вот это вот воспаление древа бронхиального, вот это вот. У нее жуткий бронхит. Она давно к вам приехала? Ну, 3 недельки Она, видимо, подзастуженная была. была. Я бы сдала на бордотелез и аденовироз респираторный, потому что вот это вот усиление, то есть легкие должны быть прозрачные. А они не совсем прозрачные, вот оно прям, это древо Да. бронхиальное. И вот прям даже очаги воспаления. Хорошо, что мы заикнулись об этом. Мгм.